Село Октябрьское Стерлитамакского района образовалось одновременно с совхозом Стерлитамакский в 1931 году и было населено рабочими, которые переехали из соседних уголков республики. Отсюда и национальное разнообразие деревни, что, несомненно, является одной из главных ее особенностей. Громко, звонко, с песнями и танцами проходит каждый праздник. Сегодня дружные соседи собрались у дома семьи Гайнуллиных. Их двор был признан самым уютным на местном конкурсе. В самом разгаре праздник соседей. В татарском дворе казахские танцы. Чувашские песни и русские частушки. Жители Октябрьского с большим удовольствием занимаются творчеством. У них для этого есть многофункциональный клуб. Работаем. Освещенная сцена и просторный зрительный зал. Здесь проходят все основные мероприятия. Главные артисты – местные жители. Пока родители на сцене, малыши в детской комнате, из которой можно легко наблюдать за всем происходящим в актовом зале. А еще здесь можно порисовать на доске и скатиться с горки. Вздохнули и раз, два. В танцевальном классе занимается младшая группа. Педагог Татьяна Мазенкова и руки поставит, и осанку выправит. Для самых спортивных работает тренажерный зал. Поистине, в здоровом теле здоровый дух. Не менее интересно и занимательно в библиотеке. В читальном зале встречаются местные рукодельницы. Мы собираемся, вот делимся своими секретами, кто что вяжет. И знаете, что хорошо? Теперь же интернет. Вот мы ковыряемся по интернету, что-то интересное найдем, приходим, делимся. Что касается книг, их чаще берут на дом. Или же выносят в парк, где в теплое время года устраивают уличную читальню. Особенно по душе это молодым мамам, гуляющим с детьми. Рядом с парком на улице 9 мая установлен обелиск в память землякам-ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Гордиться доблестью предков и стать достойными гражданами – цель каждого ученика Октябрьской школы. В этом им помогают заботливые учителя. Зинаида Васильевна в канун нашего приезда отметила 72-й день рождения. С большой теплотой вспоминает свой класс и своих учеников. В данной школе я проработала 25 лет. Вот здесь, в этом классе, вот за этим столом, вот с этим оборудованием. Работа была интересная с детьми, работать мне всегда нравилось, у меня всегда хорошие отношения с детьми были, с родителями. Дети по-своему всегда талантливые, всегда интересовались. И мне кажется, если бы я сейчас случилось выбирать, я снова пошла учителем начальных классов. Здоровье нации – это наши дети, убеждены сельчане. На многофункциональной спортивной площадке будущие чемпионы. Тяжелая атлетика, бокс, хоккей, футбол и волейбол – каждый найдет занятие по душе. За первый год мы выигрываем республиканские турниры. Выигрываем районные турниры. У нас уже чемпионы районов неоднократные. Готовимся. Сейчас в декабре будет первенство Башкортостана. Собираем свою команду, поедем. Достижения не только в спорте. В этом году село выиграло российский конкурс «Село 21 века» в номинации «Комплексный подход». Наше село последние 3-4 года развивается комплексно. Это и благоустройство, и коммунальное хозяйство, и социальная сфера. Последние 3-4 года мы очень много участвовали во всех, можно сказать, во всех целевых программах, в которых возможно было. Много выиграли гранта, построили новый водопровод, перевели на поквартирное отопление свои многоквартирные дома. Поэтому мы можем гордиться нашим селом. Администрация села отмечает, что основная цель – это комфортное проживание населения. Октябрьская с каждым годом становится красивее и уютнее. Просторные улицы, современные дома. Такое оно многонациональное, музыкальное, яркое, современное, дружелюбное, старательное и целеустремленное. Галия Вахитова, Ренат Кашапов, Константин Романов, Стерлитамакский район.